Здравствуйте, в эфире новости спорта. Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над соотечественницей Варварой Грачевой в матче второго круга открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-2, 6-2. В данный момент Кудерметова занимает 36-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Выйдя в третий круг соревнований, она повторила свой лучший результат на турнирах серии «Большого шлема». В следующем матче Кудерметова сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая в своей четвертьфинальной игре обыграла австралийку Айлу Томлянович. Встреча состоится завтра. 3 ассиста Михаила Сергачева помогли Тампе выиграть у Нэшвилла в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6-1. В составе победителей дубли оформили Стивен Стемкас и Мэтью Джозеф. По одному взятию ворот провели Андержей Паллат и Янни Гурт. Единственную шайбу хозяев льда забросил Рокко Гримальди. Благодаря ассистентскому хэт-трику Сергачев был признан первой звездой матча. Его Тампа одержала 6-ю победу к ряду и продолжает возглавлять турнирную таблицу центрального дивизиона. На ее счету 19 очков. Нэшвилл располагается на 7-й строке, набрав 10 пунктов. Баскетболисты казанского «Уникса» дома одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 59-58. Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев площадки Джордан Морган, набравший 18 очков. Казанцы занимают второе место в турнирной таблице лиги, одержав 13 побед в 17 встречах. Петербуржцы идут первыми, имея в активе 14 побед в 16 играх. В следующем матче «Уникс» 27 февраля на домашней арене примет Нижний Новгород, ну а «Зенит» 13 числа на выезде сойдется с московским ЦСКА. Аталанта на своем поле со счетом 3-1 обыграла Наполи в ответном полуфинальном матче Кубка Италии по футболу. В составе победителей дублем отметился Маттео Пессина. Еще одно взятие ворот провел Дуван Сапата. Единственный мяч гостей забил Ирвин Класана. Российский полузащитник Бергамасков Алексей Миранчук был в заявке, однако на поле не вышел. Напомним, первая встреча данного противостояния, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 0-0. В финале турнира Аталанта сыграет с туринским Ювентусом, который в 1-2 оказался сильнее Интера. Встреча пройдет 19 мая на стадионе Сан-Сиро в Милане. Футболисты Эвертона в дополнительное время выиграли у Тоттенхэма в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 5-4. В составе ирисок дубль оформил Ришарлисон. По одному взятию ворот провели Доминик Кальверт-Льюин, Гильфи Сигурдсон и Бернард. У лондонцев двумя результативными ударами отметился Дэвинсон Санчес. По разу забили Эрик Ламела и Гарри Кейн. Соперник Эвертона по четвертьфиналу будет определен по итогам жеребьевки, которая пройдет сегодня. Накануне в Якутске во Дворце спорта 50 лет победы прошли матчи первого тура группового этапа чемпионата республики по мини-футболу среди команд первой лиги. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедших встреч. Сборная Северо-Восточного федерального университета со счетом 2-2 сыграла в ничью с командой Усть-Алданского «Улуса». Якутск отправил 6 безответных мячей в ворота жатайских футболистов. Разгромную победу одержал и Ленский район, выигравший у Алекнинского «Улуса» со счетом 10-1. Мегино-Кангаласский «Улус» оказался сильнее хангаласской команды 3-2, и Жатай потерпел еще одно поражение от мирнинцев со счетом 2-4. В Лос-Анджелесе состоялись образовательные курсы по масс-рестлингу. Американским атлетам их провел спортсмен-судья международной категории Егор Ермолаев. Якутянин подробно рассказал калифорнийцам о правилах масс-рестлинга. Специально для судей были проведены профтренировки. Для масс-рестлеров организованы отдельные тренинги с объяснением приемов, хватов и маневров. Американский вице-президент Международной федерации масс-рестлинга От Хоген отметил курсы, собрали атлетов из разных городов штата. Егор Ермолаев из Якутии. Он очень известный. Курсы длились 2 дня. Всего собралось около 12 участников. В наши дни есть небольшие сложности, поэтому мы провели мастер-классы на улице. Как раз погода была отличная. Все прекрасно провели время. Многие были заинтересованы в образовательном курсе, поскольку большинство уже имеет некоторый опыт в масс-рестлинге. Но были также и новички. Мастер-классы пошли всем на пользу. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!